Аджар Тынарбекова проживает на пересечении улиц Дэн Сяопина и Алыкулова. По ее словам, из-за отсутствия дренажной системы после дождей данный участок превращается в реку, тем самым доставляя массу проблем не только ее семье, но и жителям всех близлежащих домов. Мы переехали сюда 1,5 года назад. Каждый раз после дождей у нас начинаются проблемы. В воде некуда уходить, постоянно потоп. Поэтому вода заливает не только двор, но и наш дом. Чтобы не допустить подтопления дома, нам приходится каждые 10 минут выходить на улицу и смотреть повышение уровня воды. По идее, здесь должен быть арык, но, как видите, здесь нет такого. Еще одна жительница улицы Дэн Сяопина Чинара Султаналиева рассказала нам о том, что она там проживает на протяжении 12 лет и что после ремонта дороги были разрушены арыки. После каждого дождя всегда образуется потоп. Затопляет не только трассу, но и пешеходную дорогу в том числе. Местные власти обещали восстановить арыки, но так и не сделали до сегодняшнего дня, вследствие чего страдают простые жители. У меня 5 детей, 3 ходят в школу. После школы невольно им приходится идти по воде. Потом они заболевают. Мы с соседями неоднократно обращались в Ленинский райакимиат, в столичную мэрию. Там нам пообещали, что все сделают, восстановят, но так ничего и не сделали до сих пор. Мы, жители, своими силами как-то пытаемся не допустить потопа, но все наши усилия оказываются тщетными. Позор Ленинскому управлению и мэрии за такую заботу о народе. Во время нашего визита водовозы китайской организации откачивали воду. На наши вопросы, почему они занимаются этим, ответили, что их попросили местные жители. Представитель китайской компании, которая занимается ремонтом столичных дорог, рассказал нам, что 3-й день занимается откачкой воды. Всего за эти дни было вывезено порядка 400 тонн. На этом участке мы откачиваем воду с трассы. Вот эти 2 водовоза сделали 20 рейсов с того дня, как начались дожди. Работа продолжается до сих пор, чтобы полностью ликвидировать. В общей сложности было откачано и вывезено где-то 400 кубов воды. На данном отрезке дороги частичный ремонт производился недавно, но сегодня появились ямы, а по некоторым участкам и не скажешь, что недавно тут укладывали асфальт. Не верится, что тут недавно работали дорожники, сетуют местные жители. Между тем, мэрия Бишкека начала строительство 14 дорог в рамках 2-й фазы проекта за счет китайского гранта. Работы, запланированные на этот год, идут вовремя. Однако общественность жалуется на то, что работы ведутся несмотря на непогоду. Причина в том, что они опасаются, что дороги будут некачественными. Власти города объясняют это следующим образом. Ремонтные работы связаны с погодными условиями. Да, ранее со стороны инженерных служб начались подготовки, и чтобы проложить асфальт, нужно, чтобы погода была ясная, так как асфальт затвердевает только при теплой погоде. Этот вопрос строго контролируется со стороны мэрии. Также он добавил, что пока завершены работы, независимые от погодных условий. А некоторые эксперты говорят, что как бы ни объясняла мэрия Бишкека, строительство некачественных дорог продолжается. У нас как получается? В качестве подрядчика выступает Бишкек Асфальт-сервис, а в качестве заказчика мэрия. Где логика? Поэтому и получается, что качество дорог оставляет желать лучшего. Отметим, в рамках 2-й фазы проекта развития уличной дорожной сети города, рассчитанной на 2 года, планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы будут расширены или построены заново, включая тротуары и ирригационную сеть. Азамат Кенжешев, Нурболсун Тургуналеев, Нью ТВ.